Друзья, всем салам алейкум. Мы находимся в Smoking Mall Lounge. Бахтуар сам родом из Таджикистана. Подожди, стоп. Как ты выступал, если у тебя не было российского гражданства? Мы же у тебя просили мясо, а ты нам дал этого бойца, короче, ты сказал, он драться не умеет. Победил очень сильного бойца, потом 3 остальных проиграл. Он вернулся и 4 боя выиграл. Сейчас я объясню. Говорили, хочешь заниматься спортом, иди найди и занимайся. У человека был всегда выбор заниматься бизнесом, состоятельные друзья были, но он выбрал самый сложный путь. Клянусь, я 3 боя, вот последние 3 боя своего выиграл со сломанным голеностопом. Ты готов со мной подраться, брат? Ты проиграешь, брат. Да? Профессионального бойца ММА я выигрываю. У меня отца нет, и меня поддерживала моя мать. Такая мужественная женщина, одна воспитывает сына. Да, брат, мы будем рядом с тобой всегда, в любом положении, в победе и в поражении. дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед. Ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com. Друзья, всем салам алейкум. Мы находимся в Smoking Mall Lounge, и гостем нашего проекта сегодня является Бахтуар Наимов. Бахтуар сам родом из Таджикистана. Бахтуар, салам алейкум. Строго не судите его, потому что я был инициатором того, чтобы это интервью мы записали на русском языке. И отныне все наши интервью будут выходить на русском языке. Но я обещаю своей таджикской аудитории, что я создам еще один канал, на котором буду вещать только на таджикском языке. Как ты вообще в спорт пришел? Как ты вообще в ММА пришел? Кровь кипит, то ли где-то там дерешься, зацепляешься. Вот. И такая же ситуация была у меня на родине. У меня всегда были какие-то проблемы. У меня родители жили в Москве. И вышло так, что по вот определенной причине они забрали меня тоже сюда в 6 классе. Приехал сюда тоже, поставили нас в школе на город Котельники, Белая Дача, 3-я школа. И прям рядышком со школой, оказывается, был у нас комплекс, спорткомплекс. Я всегда, если честно, с самого детства предпочитал спорт, потому что я как бы тянуло, вот когда желание есть. И вот получилось так, что я один раз так чисто вот самовольно пошел там в спорткомплекс, посмотрел расписание и увидел там, ну, зашел, сказали, справка нужна. Я пошел в поликлинику. Если честно, у меня с русским языком были очень большие проблемы, поэтому я, когда медсестра спросила, какая тебе справка нужна, на какой вид спорта, я просто сказал, можете продиктовать, а я там скажу стоп. И сколько лет тебе тогда было? 12. 12 лет? 12 лет, да. И ты хотел прямо идти в спорт, да, куда-то, да, тебя подписать? Я клянусь, у меня даже родители говорили, мне вот ничего не говорили, хочешь заниматься спортом, иди найди и занимайся. И вот когда медсестра начала диктовать, и даже, там борьба была вольная, дзюдо, там все это борьба меня вот реально никогда не интересовала. Потом она дошла до рукопашного боя. Я услышал слово бой. Я говорю, о, давай вот это. И они мне просто записали, короче. Я пошел там, дал справку, у меня тренер Владимир Викторович Орешкин, тренер города Котельники по рукопашному бою, вы все знают. Города Котельники? Города Котельники. Это где находится? Это вот на Белой Даче, мега Белой Даче, сзади прям. Да. Там есть комплекс. Ну вот рукопашным боем я занимался до определенного момента, до 2018 года. Потом посмотрел, вот меня вдохновляло то, что в ММА то, что у наших парни там выступали в Fight Night. Олег Гасанов там выступал, там кто-то еще выступал, если честно. Абдулхамид Давлят выступал, Бехруз Зуур выступал. Ну, они Бехруз Зуур, да, они выступали, я смотрел и говорю, я думаю, я не хуже, я тоже могу как бы себя показать. Я написал Олегу Гасанову, потому что у меня был там с ним, я с ними занимался на Волжском бульваре. Общались вместе. Да, мы был знаком. Оказывается, Олег, говорю, есть там варианты мне Fight Night драться. Он говорит, у тебя есть бой? Я говорю, нет, говорю, я нигде не дрался. Он говорит, ну если не дрался, тебе нужен там пару боев по любителям провести. Я говорю, я мастер спорта по рукопашному бою, я могу как бы свободно себя показать. Он мне говорит, нет, говорит, для начала там поделись там где-то там. Ну вот так я начал. Начал где-то 4 боя по любителям провел. 2 выиграл, 2 проиграл, удушающим. У меня всегда... По Союзу ММА России ты выступал? Нет, я выступал по Панкратиону, что это было? Не, а так, если вы знаете, я много где выступал. Я выступал по боевым. Подожди, стоп. Как ты выступал, если у тебя не было российского гражданства?
выступал. Сейчас есть организации, где можно просто платить взнос и драться без всяких проблем. Так там же профессиональные бои идут, нет? Это же Нет. заходит Шердок. Нет, нет. Не заходят, да? Ничего себе. Есть, я же говорю, есть определенные как бы организации, в которые можно просто по любителям подраться без всяких там. И сколько лет было тебе, когда ты выступил первый раз? 20, сейчас, подожди, получается, в 2018 году 21-22. Тогда еще, знаете, вот сейчас очень много организаций, вроде FFC, там, Колизей, там, раньше всего этого не было, если честно, очень было сложно найти боев, я искал, очень искал. Я тогда еще помню, в интернете даже единственная группа про спорт была, это про нашего бойца Ифтихора Арбобова, единственная группа ВКонтакте. Я всегда следил, я всегда делал там, вот, можно сказать, он первый, кто вдохновлял меня пойти в ММА. И, ну, были проблемы, потом уже потихоньку все стало на своем месте. Как бы я же говорю, пошел к Далеру, Далер мне предлагал бой, я вышел и выиграл свой бой нокаутом. Сейчас ты где тренируешься? Под чьим руководством тренируешься? С Далером? Сейчас я представляю бойцовский клуб «Волчья стая» от Далера Назархудаева, а тренируюсь, ну, можно сказать, не уже в зале и готовлюсь к боям в другом да? В Виолджиме, да, ты работаешь? Вместе с Нурулло, Джахбах и остальными, да? Ну, когда я готовился, Нурулло тогда еще не было, Джахбах был, Фаридун, Бехрузу, Азам, они были, остальные, ну, Нурулло только, я думаю, предполагаю, недавно приехал. Баха, вот ты молодой боец, у тебя, по-моему, рекорд, какой у тебя, 5-3, да, по-моему? 5-3, да. 5-3. Что ты можешь посоветовать другим сотни таким бойцам, как ты, добились чего-то? Знаете, у меня вот были моменты, я когда занимался рукопашным боем, я надеюсь, матушка на меня не обидится, потому что когда мы ехали на соревнования по рукопашному бою, я всегда на обратном пути приносил с собой медали. Были определенные люди, которые проигрывали всегда. Нас всегда брали на автобусе из вокзала и возили до комплекса, и дальше мы сами уже по домам. Их всегда встречали у комплекса, их всегда после автобуса, там, даже если они проигрывали, ничего страшного, там их поддерживали. А когда я с медалем домой заходил, мне говорили, твой медаль за деньги не продаешь, и за это ничего не дают, короче. Двумя руками держался за спорт. Единственное, чего я могу посоветовать пацанам, которые хотят стать бойцом, дисциплина, уверенность в себе, дух и, конечно же, желание, потому что без желания никаких вариантов. Баха, вот я посмотрел твои бои, единственный твой бой, который я пока посмотрел, это 2 боя. Один бой я посмотрел, как ты дрался на турнире, в одном из турниров ВФ в Москве. И насколько я знаю, ты в этом бою был в качестве андердога, но все повернулось, ты победил. Расскажи об этом немножко. Да, это был мой дебют в ММА по профессионалам. Даже если кто-то посмотрит этот бой, там будет видно и по моим глазам, и по моему телосложению, то, что я там вообще весил 73, вышел на бой за 3 дня. Не гонял, вообще не гонял, потому что со стороны соперника говорили не гонять, потому что они тоже не будут гонять. Потому что там варианты были такие, что, ну, они были уверены в том, что они у меня выиграют. Даже, я не знаю, помню, после боя тренер мне звонит, говорит, что ты с ним сделал? Я говорю, а что я сделал? Говорит, они с его стороны звонили, сказали... Мы же у тебя просили мясо, а ты нам дал этого бойца, короче, ты сказал, он драться не умеет, а он, оказывается, умеет. Вопрос в том, что я до этого боя не занимался ММА вообще не занимался нигде. Даже если занимался, никогда не готовился к этому бою. Я вышел на этот бой чисто по подготовке рукопашного боя. Еще такой момент, я монтировал видео, когда Жорай Газан дебютировал в лиге GFC. Я посмотрел отрывок боя, где он дерется с тобой. Что тогда случилось? Насколько я знаю, ты в этом бою, наоборот, ты был инициатором, да, чтобы выйти подраться против Жоры, но ты проиграл сразу же в первом раунде. Что пошло не так? Вопрос в том, что, брат, когда я выиграл свой первый бой, мне предлагали бой в Китае и сказали, должны были мне отправить приглашение в Китай. Я для того, чтобы получить визу, я должен был полететь к себе на родину и там уже порешать вопросы с визой, и потом оттуда в Китай. И я полетел к себе на родину, 4 месяца там просто ничем не занимался, как ты знаешь, там нормального зала почти что нет. И когда ты туда идешь, берешься за дело, особенно вот за визу, там, и у тебя времени не остается ни на что. Я не тренировался 4 месяца, когда Далер Назархудаев все время звонил, приезжай, у тебя там ничего не получится с визой. По-любому там визу не давали, не получилось. В Китае, да? В Китае мне не давали, я должен был годовую получать, чтобы там жить и там же выступать.
мне визу не дали, и я вернулся обратно, и через неделю я вышел на бой. Я на бой вышел, я опять же повторюсь, что у меня опыта в ММА вообще не было, особенно в борьбе, я никогда не тренировал борьбу, я был уверен в своей стойке, потому что я первый бой выиграл опытного бойца нокаутом. Я всегда был уверен в своей ударке, то, что я могу любого вырубить. Это, я думаю, у всех ударников, которые не столкнулся там с борьбой, они все так думают. Вот, я свой бой первый проиграл чисто на удушающий, потому что я, когда соперник брал мою спину, я не знал, что мне делать. Вообще не знал, я растерялся, потому что у меня борьба была нулевая. Когда ты бой проигрываешь, от злости ты хочешь еще раз подраться. Я тренеру говорю, я хочу еще раз подраться. Он мне говорит, давай, говорит, потренируемся. Он мне советует, я говорю, нет, я хочу драться. Я говорю, я проиграл, я должен исправить. И снова вышел, снова проиграл. И мне предлагали Жора Айвазяна, и я сказал, я против любого выйду, лишь бы подраться. А, ты до него уже проиграл, да, кому-то? До него я первый проиграл, на второй бой. Жора Айвазяну, с ним я вышел, знаете, у меня такой, вот я сейчас уточню одну такую ситуацию в том, что мне говорили, что бой будет в Лужнике, и там будет октагон очень большой. У меня план был, я знал, что Жора не будет со мной драться, я был уверен в том, что он со мной в стойке никогда в жизни не станет, я до сих пор уверен в этом. У меня был план боя был такой, октагон большой, держать его на дистанцию, джеб, лоу-кики и так работать на дистанцию. Я бы не стал с ним бороться. Я так скажу. У меня был план либо его вырубить, там, либо чем-то закончить в стойке. Когда этот бой я проиграл, сказал себе, все, дальше так не может быть. И я решил. То есть твой рекорд был 3-1? 1-3. 1-3, с ума сойти. Я сказал, я три боя проиграл в борьбе. Подряд? Ты проиграл 3 боя подряд? 3 боя в борьбе проиграл. Моя ошибка в чем была? В том, что я не думал ходить куда-то на борьбу. Просто хотя бы делай тейкдауны. Не, Баха, мы у тебя не будем спрашивать, в чем была твоя ошибка. Давай спросим тебя то, что как потом ты 4 боя подряд выиграл. Смотри, пацан первый бой, дебют, победил очень сильного бойца. Потом 3 остальных проиграл. И потом, вот сейчас, он вернулся и 4 боя выиграл. Сейчас я объясню. Как так получилось? Когда я последний свой бой проиграл, брат, я сказал, все, я больше не буду выступать, я больше не буду, потому что не получается, вот вообще не получается. Потом прошла месяц-полтора, опять кровь начала кипеть. Я опять же пишу свою Асану, я говорю, брат, если у тебя знакомые в Дагестане, чтобы пойти там на сборы по вольной борьбе, потому что единственная моя ошибка в проигрышах – это борьба. Салем мне говорит, братишка, говорит, зачем тебе ехать в Дагестан, тратиться, плюс там зима, сейчас там сборы не очень, зимой особенно не очень. Я тебе сейчас один совет дам, говорит, сходи в зал в Москве, говорит, там одни сборники занимаются. Я говорю, давай. И он мне советует Evolve Gym. Где-то тренировался 4 месяца, и с тех пор я не проиграл, потому что я не даю прохода. Если я не даю прохода, у соперника большие проблемы. И я выиграл из 4 последних боя, я выиграл 3. Кого ты выиграл? Я выиграл... В каких лигах еще? Я выиграл после вот проигрыша, первый бой выиграл в лиге Tat Fight плюс WLF, если помнишь, в Казани была такая тема. Мухиддин, наш земляк, тоже выступает, он чемпион. Там Tat Fight. Ну вот тогда же, у него же, там же на турнире, короче, я выступал. В голове такая каша, да, ты 3 боя подряд проиграл, ты возвращаешься, и у тебя такая вот такая вот... Знаете, такой мандраж был, и вопрос был передо мной такой, если проиграешь этот бой, иди домой, Аллаху Акбар, иди домой. Мои друзья все, они занимаются бизнесом, у меня всегда был вариант заниматься тоже с тем же самым. Вот смотрите момент, да, у человека был всегда выбор заниматься бизнесом, состоятельные друзья были, но он все равно ушел он выбрал самый сложный путь. Бах, брат, вот ты знаешь, у меня была нормальная работа, я зарабатывал очень хорошие деньги, я клянусь, с утра с 4 выходил, до 4 работал. Знаешь, там не было сложной работы. У меня вот такая кресло была, я просто сидел, у меня продавщица была, торговала, я просто считал, там писал. Я оставил эту работу по простой причине, из-за того, что я с утра пораньше выходил, вечером, когда возвращался, я уже уставший был, я не ходил на тренировки. Я просто оставил эту работу, 2 года я вообще нигде не работал, без всяких копеек. Я находил там где-то деньги на дорогу. Как родители тебя поддерживали? Тебе давали деньги? Родители, вот единственные люди, которые меня поддерживают, это мои родители. Знаете, не родители, я так скажу, у меня отца нет, и меня поддерживала моя мать. Друзья, огромное уважение. Такая мужественная женщина, одна воспитывает сына, такого достойного сына, это на самом деле заслуживает уважения. Именно благодаря таким сильным женщинам растут такие мужественные ребята. Берегите матерей. Да. Отлично. И вот ты теперь зашел в октагон.
Что ты чувствовал тогда? Я ничего не вижу, кроме соперника. Клянусь, даже вот когда тренера кричат, там что-то, да, не какой-то слушаешь? голос идет, я слушаю. Тогда я не слушал, потому что опыта не было, сейчас уже более-менее. Голос идет, ты слышишь, что они говорят, делай, делай, делай. Но я вышел против кикбоксера, 4 лоу-кика, он держался за ноги снизу, и он упал просто, и дали, просто сказали технически, я не знаю, ну пусть будет так. И у тебя, короче, рекорд 3-2, и потом еще 2 победы у тебя, да? Расскажи про них тоже. 3-я победа у меня была на Спарте, 4-я уже была в Харькове. Там украинская организация какая-то непонятная. У него рекорд был 16-9, что ли, какой-то так. Ну, я его во втором раунде тоже Вырубил. с Аверкенда. Ну, что-то он ушел. И чё, Баха, что сейчас у тебя? Когда у тебя будут бои? Будут открыты границы и будут большие новости, большие там огни. Отлично. Я думаю, что One FC, лига One FC и лиги Китая, они очень хорошие. Там, кстати, неплохие деньги тоже платят. Вот. И было бы хорошо увидеть тебя в этих лигах. Я был в Китае, я ехал туда, летел туда, должен был там драться. Так вышло, что я не знаю почему, когда я куда-то лечу, соперники не хотят со мной драться. У меня там был тоже соперник из Китая, я когда туда полетел, они смотрели, сказали, у нас, короче, недовес. Я говорю, сколько у них вес? Они говорят, 72. Я говорю, я согласен. Я должен был драться там на 66. Они говорят, нет, короче, у нас 72. Я говорю, хорошо, на 70 я тоже согласен. Они говорят, не будем, короче, драться. И они, короче, начали, Джонни начал искать. Увидели и испугались, да, тебя, Я не брат? знаю, если честно, я не могу сказать, что я такой страшный, что могу напугать там бойцов особенно. Потому что боец это, как Нейдыс говорит, боец это тот, кто вот сегодня спит, завтра ему бой предлагает, он выскакивает и говорит, да, я готов. Я вот таких считаю бойцами. Те, которые, что-то там находят себе там отмазки, типа, у меня это болит, у меня то. Я 3 боя, клянусь, вот последние 3 боя своего выиграл со сломанным голеностопом. У меня голеностоп был сломан, когда я боролся с нашим бойцом Файзи Тобатовым. Где-то, когда я начинал еще 2 года назад. С тех пор у меня она не вылечилась, и вот на карантине я его полностью вылечил, алхамдулилля. И все будет мощно, потому что у меня основная база ударка, и ноги мне необходимы. Бахтувар, у нас теперь новый формат. Кроме того, что общаемся, мы с тобой сейчас будем рубиться пару раундов по правилам UFC. В этом... Ты готов со мной подраться, брат? Ты проиграешь, брат. Да? Отвечаю. Давай попробуем. Поехали. И что, друзья, у нас новый формат. Еще раз повторюсь, что у нас новый формат. Я выбрал Дастина Порье, Баха выбрал... Кого ты выбрал? Джастин Гейджи. И сейчас мы зарубимся в UFC 3, друзья. Угадайте, кто выиграет. Джастин Гейджи или Дастин? Дастин вроде проиграл, да? Плохо то, что его... Дастин выигрывал Джастина Гейджа. Дастин ломал же? Да, он... Я имею в виду последний свой бой с этим Хабибом. С Хабибом, Хабиб всех выиграл. Хабиб братан. и того получается. Нокаут! Я нокаутировал, нахуй. Джойстик был нормальный. Что, заново, да? Я сейчас пару бойцов назову, которые даже лучше этого дерутся. Ну давай, Вообще погнали. не умеют в жизни, но лучше этого дерутся. Погнали, еще раз подеремся. Да не, я тебе отвечаю, братуха, вообще реально что-то не то. Давай сделаем тогда, поменяемся жесткими, давай. С Бахой мы решили еще раз реваншировать, потому что он 2 раза проиграл мне по ММА. Он взял Тони Фергюсон. Давай же ты вырубайся, блядь. Баха. Братан, еще играй, еще научись играть, брат, хорошо? Я тебе... Не с жестким проблемами? Не, думаю, что проблема в тебе. Я тебе желаю удачи, успехов. Давай, Хай, еще раз дам тебе еще одну фору. Смотри, сейчас. Вот, смотри, он просто падает. На. Да он даже... Вот помнишь, как своего второго соперника вырубил, помнишь? В Казани ты как выиграл? Так выиграл, да? Ух, блин, хорошо попал он. Блин. Смотри, что он делает. Уже вынос на стене, каждый... Надо видео, пускай встанет, не надо.
Локоть, видишь как? Смотри, смотри. У меня в бою Смотри, всегда локоть, получилось. смотри, Я тут видишь? не знаю, почему не получается. Возьми Конора. Блин. Бойца, профессионального бойца ММА я выигрываю. Я тебе предложил формат, ты согласился, брат? Все, теперь не оправдывайся. Ты сам выбрал-то. На локоть, на. Бет тоджикиш кюнум тоджикиш. Даже встань. Бах. Баха, спасибо тебе большое за игру. Я тебе желаю удачи. Я надеюсь, Нормально, что да? ты выиграешь в своем бою, в Иншаллах. реальном бою. Это всего лишь виртуальная игра, не обращай на это внимания, брат. Я даже не Ты реально расстроился. сильный боец, ты мощный Я боец. даже брат. не расстроен. Баха, ты же сам знаешь, как наши земляки болеют, приходят, поддерживают. И я надеюсь, что они всегда будут поддерживать тебя во всех твоих боях. Иншаллах. Да, брат, мы будем рядом с тобой всегда, в любом положении, в Здорово, победе и в поражении.